Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хотели представить информацию по выплатам, компенсационным выплатам работникам организации здравоохранения. По распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в стране были введены чрезвычайная ситуация, а затем чрезвычайное положение. При этом были приостановлены вся хозяйственная деятельность. В этих условиях организации здравоохранения работали в штатном режиме. При этом отдельные работники, которые в зоне риска, беременные, пенсионеры, имеющие хронические болезни, были отпущены домой и не осуществляли трудовую деятельность. Для обеспечения выплат данным сотрудникам оплаты труда на основе статьи 170 Трудового кодекса Кыргызской Республики было принято распоряжение правительства о вопросах оплаты труда в условиях режима чрезвычайной ситуации работникам организации здравоохранения от 27 апреля 2020 года за номером 148. В целях реализации данного распоряжения Министерством здравоохранения издан приказ от 27 апреля 2020 года за номером 263, в котором медицинским работникам и иным работникам организации здравоохранения, не выполнившим норму труда, должностные обязанности, оплату гарантированной заработной платы по основному месту работы не более одной ставки, выплат по результатам оценки работы на основе индикаторов ИКТУ осуществлять, исходя из степени трудового участия на основании положения об оплате труда работников здравоохранения Кыргызской Республики, выплат по неначисленным отпускам и по листам временной нетрудоспособности, а также другие доплаты при возникновении оснований для осуществления расчетов. Учитывая, что согласно статье 170 Трудового кодекса при невыполнении норм труда должностных обязанностей по причинам, независимым от работодателя и работника, за работниками сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Оплата труда работников здравоохранения регулируется постановлением правительства Кыргызской Республики от 26 мая 2011 года за номером 246 о подтверждении положения об оплате труда здравоохранения Кыргызской Республики, в котором обозначено, что гарантированная заработная плата состоит из базового оклада, отдельных надбавок и доплат. При этом начисление осуществляется по основному месту работы не более одной ставки. Также выплата по результатам оценки работы на основе индикаторов ИКТУ производится в соответствии с вышеуказанным постановлением правительства, где указано, что КТУ определяется по рекомендуемым показателям оценки трудового вклада каждого работника. Рекомендуемые показатели оценки трудового вклада каждого работника, общие результаты деятельности организации здравоохранения утверждаются приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. На основании рекомендуемых показателей оценки трудового вклада каждого работника экспертной комиссии организации здравоохранения разрабатываются показатели оценки трудового вклада каждого работника. В свою очередь, коэффициент трудового участия это обобщенная качественная количественная оценка трудового вклада каждого работника в общий результат использования при коллективной оплате труда. Далее. В целях выплаты оплаты труда в отношении государственных служащих системы здравоохранения на период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации было принято распоряжение правительства Кыргызской Республики от 27 апреля 2020 года за номером 147, которым было установление выплаты работникам, которые работали дистанционно, должностного оклада, надбавки за классный чин и выслугу лет учетной степени работы в высокогорных и отдаленных местностях. Соответственно, Министерством здравоохранения был издан приказ от 29 апреля 2020 года за номером 273. Для обеспечения компенсационных выплат, причиненного жизни и здоровью вреда медицинским и иным работникам, задействованных и исполняющих обязанности в условиях чрезвычайной ситуации, карантина, военных действий, на сегодняшний день, то есть 2 мая 2020 года, за номером 233 правительство приняло постановление о порядке выплаты компенсации за причинение вреда жизни и здоровью вышеобозначенным работникам. Данный порядок был разработан Министерством здравоохранения на основании поручения вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. Данный документ даст возможность производить выплаты инфицированной инфекцией коронавирус COVID-19 работникам организации здравоохранения. При этом данный порядок устанавливает следующие основания компенсации. Заболевание инфекционной болезнью не менее 1000 расчетных показателей. Второе. Инвалиду первой группы 10-летнего оклада по занимаемой должности, инвалиду второй группы 8-летнего оклада по занимаемой должности, инвалиду третьей группы 5-летнего оклада по занимаемой должности. Получившим ранение, травму, контузию выплачивается единовременное денежное пособие в размере от 10 до 20-кратного размера оклада по занимаемой должности. Семьям работников, погибших, выплачивается компенсация в размере не менее 5000 расчетного показателя, определяемого отдельным решением правительства Кыргызской Республики.
Члены семьи вышеуказанного работника, находящегося на полном содержании работника или получающего от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств существования, дополнительно получают компенсацию в размере 20-летнего оклада по последней занимаемой должности. В целях стимулирования медицинских работников, осуществляющих деятельность в очаговых территориях, были разработаны механизмы компенсационных выплат для лиц, работающих в очагах эпидемии, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения возбудителями инфекционных болезней в очагах эпидемии и приравненных к ним территориях, инициировано и утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики за номером 194 от 3 апреля 2020 года об утверждении положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемией. 22 марта 2020 года, где компенсационные выплаты установлены из расчета минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете Кыргызской Республики на соответствующий год и прогнозируемый период. В целях реализации вышеуказанного постановления правительства Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики издан приказ за номером 224 от 8 апреля о расходовании средств на оплату труда, командировочных расходов на горючие смазочные материалы в период работы противоэпидемиологических мероприятий по коронавирусу.